Менің атым Ақтабам, мен атымны да мақтамам. Я пропагандирую нашу национальную музыку. Кто не знает этого степного соловья? Когда он рассказывает о народной музыке, всегда волнуется. Ведь фольклор – это то, чему он посвятил всю свою жизнь. Заслуженный артист Крыма, певец Дилявер Усманов, будучи учеником 3-го класса музыкальной школы по классу аккордеон, начал собирать вместе с отцом-скрипачом-любителем народные песни и мелодии. Бабам 40 yaşında aldı kemaneni koluna. Да, білмейді, насыл, о хромка гармон чалайды тек. Менде 3-ші класс аккордеон еді. Қоңшыларын шақырайды, соң біз барайды қанда, соң о яз Диләверді, мен қалемнен, дефтермен язам. О шилерін, олар ерлай. Менде не нота язмаға білем, не бір шей тек қалемнен сөздерін язам, а нелері, нағмелері енді уже менде неде içime kire. Men 15 yaşındaydım, babam 40 yaşında. Aveskarlık edi başta, profesyonel değil edi. Profesyonel men uğraşıp başladım 78'de konservatoriyaga kirgensin, onu bitirgensin 87'de başladım profesyonel endi sanada yerlamaga qaytarmadan. Сегодня в арсенале Дилявера Усманова около 600 народных песен. Он является живым носителем крымско-татарского музыкального фольклора. Дилявер ага многие годы думал о написании книги, чтобы передать своему народу, молодому поколению, музыкантам песни, которые по крупицам собирал более 40 лет. Идея пришла мне написать книгу, когда юбилей у меня был 50 лет в Украинском театре. Тогда я думаю, мне надо уже заняться книгами. Уже возраст подошел, я уже созрел, могу и писать, и читать, вот, и петь. И все это во мне в памяти все есть. И пришла идея писать книгу. Но условий не было, поэтому вот через 20 лет, вот, где 50, где 70, 70 лет, вот сейчас появилась возможность, но уже заставил я себя, что уже возраст мне не позволяет дальше тянуть. Долгожданная книга под названием «Крымның чөл йырлары вечіңлары» уже готовится к изданию. В нее войдет более 140 песен степняков-нугаев. Там 70% чинов вошло. Вот. Остальные там о лошадях, о бытовых песнях, там, о исторических песнях, аскер песни, детские песни, вот такие главы. И остальные, чешет турлю, уже остальные жанры как бы песен вошли. Заглавил, классифицировал по главам, разложил, по штрихам показал, там, в сносках диалекты показал, переводы, что означает. В книгу также войдут песни жанра такмак, который был почти утерян, и сейчас о нем мало кто знает. Такмак как бы выделил «Манаселям Маликамде», потом Такмак выделил казахская песня «Карлгач», и Такмак выделил еще «Кичкене» и «Чебон» еще. Такмак вот, выделил. Вот всего 4 такмака, получается, я внедрил в книгу, чтобы возродить по новой, показать, что этот жанр ожил. Дилявер Усманов мастерски не только исполняет народные песни на разных диалектах крымских татар, но и показывает всю палитру нашего фольклора. Ай десеңіз мен айтайым ау ноғайның бейітін білгенден соң ақ дегенде ақ жүгерім ау күйгенден соң тілім тішім көрінекен әуегелер күлгенден соң мен арумандек мақтанма байның қызы сенден арумын табарман ау қыдырғандан соң қабырғаңда ет қалдырмамай сыдырғандан. Я хотел показать именно ладовую сторону чөл ерлары, отличается от ялыбой ерларынан и бақсысарай ерларынан. Ладовую сторону и диалекта. Слова. Музыка, ладовая сторона, а ладовой стороне не только макам, лад, а там еще идет
мелодические обороты горловые. Чоль тараф, например, орның жолы, о. Такие широкие обороты, ла-да-да-да, вот такие горловые. Исследования здесь просты. В любой тюркской музыке идет, значит, на первом месте лад, народной музыки, я говорю. На втором месте мелодические, мелодия, значит, будем говорить, мелодические обороты горловые. На третьем месте ритмические рисунки, штрихи. Издание книги планируется в конце апреля. В этом важном не только для фольклориста Дилявера Османова, но и для всего народа деле помогают единомышленники, без которых справиться было бы сложно. Редактировал Чигиртма, Ибраим Чигиртма, он же, я ему говорю, вы же будете литературным редактором, потому что исходил в перспективе Ялбой Тарафан, он тоже будет редактировать как литературный редактор. Ленур Асанов, он и первую книгу набирал, и вторую книгу будет набирать, и третью будет набирать. В издании этой книги отдельно хочу поблагодарить вот, Мудесера Джеляла. Отдельно еще Мухтеремов, вот, он начал как бы продвигать. Мухтеремов Мустафа. Дилявер Усманов – неисчерпаемый источник фольклора. Пока к изданию готовится книга со степными песнями, он уже работает над следующей – с песнями южнобережных крымских татар. Эта книга интересна, полезна, должна быть, потому что это относится к нашему национальному фонду. Музыканты, вот, они должны пользоваться нашим национальным музыкальным богатством, фольклором, песнями, инструментальной музыкой. Вот. Для этого я написал это как для оставить нашему молодому поколению, яшне сельге. Вот для этого я хочу оставить вот это все то, что ношу с собой.